Завершая нашу программу, Народный театр «Лялек» «Метаморфоза», филиалу Ляховицкий городский дом культуры, державной установы культуры Ляховицкая районна централизованная клубная система, кіраўнік Валерія Стрижова. Вашей увазе інсценіроўка по документальному сборнику Олеся Адамовича «Я с вогненной вёски». Спектакль «Анёлы войны». Наша вёска вялікая до войны была. Приехали немцы и пошли ходить с хаты у хату. Зашли до нас, дык мать мне еще сказала: «Дочушка, причини дверь, холод иди». А немец смеется: «Тепло будет, матка, очень тепло». И сказал мне корову выгонять, и знов смеется. Пальцем мне в бок, я толстушка была, и знов смеется. Почакал, покуль я выгоню, и тут сзаду мне громом ударило у плечо. Я не памятую, як до хати добегла, неяк заползла, а на порозі маті лежить. Немец за мной не пойшов. Братик у хаті, ему 10 было. На печи ховается. Вы не поверите, бачим, что робится, а не разумеем, як оглушенные выбрались з ним на вулицу. А на вулице людей нема, а у хатах стреляют, это яны забивают. Зразумела я, только тут зразумела, и мы побегли. Немец почал стрелять. Брата у шию, а меня не добегли мы до лесу. А нашу вёску окружили раніцы. Туман был, а яны з туману. Кто поспел, утекли кустами, а нас назад загнали. Мы у хаті сховалися. Человек 20 суседзяў. Чуем, ужо ідуць. Стралять пачалі, і я чую, як добивают суседзі. Жанчына цалуе яму руку, не дае ложек зрушить с места. Там, под ложком дети. Толкуть ложком тых дзяцей, а яны кричать: «Боже, Боже!» А другі убачым, что я гляжу, подбег, и я якраз зараз бачу синий нога и полымя мне у твар. И здаецца, что я усё живая. Маці на парозе, вёска горить, школа горить, а у школе яны тогда полицеев спалили. Нас так хоть забили, а их живыми разом семьями. Лихо их веда, что там было. Их там накормили, зброю забрали, да и спалили усих. Нас так забили, а их живыми. Двое мужчин пытались бежать, но через несколько шагов они упали, пораженные пулеметным огнем. Экзекуция началась в 9 утра и закончилась в 18:00 вечера. Обошлось без всяких происшествий. Расстреляно 705 лиц, из них мужчин
203, женщин 372, детей 130. А як тут пацан? Ті спіть, ті кричить. От докричишься, что зойдут немцы, ті бандеровцы. Нечто тихо, ага, живы. Сядіть у люльці, гуде. Накричався, а зараз бурбалки пускає. А мух назбирав. Шкода було пацана. Живим згорев би. Вот говорят, дети. Может, лучше перевоспитать? Кровь не перевоспитаешь. Ее можно только вылить, и даже лучше. Менее болезненно, всю за раз. Чтобы не делать этого снова и снова. Чтобы не пришлось кому-то снова лить кровь. Мучить кого-то снова и снова. И все лишь от того, что вы или я пожалеем ребенка. Одного единственного. Я одного, вы одного. Что вы, люди? Да что ж это вы, люди? Я ж не смогу, как детёты забить. Ребенок съедает хлеба больше, чем взрослый. Давай, дядька, стреляй худшей! Мамочка, мы будем гореть, и вочки наши будут выскокивать, вочи будут лопаться, выскокивать будут. Дядька, стреляй худшей! Я убачив люльку, у якої лежав ребенок. Прикладно одного года взросту був гэта хлопчик ці дзяўчынка. Мне было ўсё роўна. Я стрэліў і забіў яго. Ребенок съедает хлеба больше, чем взрослый. Я сидел, не задрамал нічога. Я уже трошки ладный был. Перший класс кончил уже. Гляджу, немец иде. Я только сказал: «Ай, немец иде!» Дык моя сестра драла у лес. А дети за ёй. Брата забили тут же, на месте. А я за спадницу у мамы держусь. Тут плач, тут дети гэтые плакали. А я не плакал, як-то держался, интересовался просто. И знал же, что на смерть иду. Я сел, и мне думка такая тюк у голову. Я знаю, что забьют. Дык нехай с мамой забьют. Ребенок съедает хлеба больше, чем взрослый. Мы сидели, сховавшися у житі, а яны бегали, шукали нас, а каски звенели об колосы. И такий страх! Дык вось от страху спать хотелось. Мама пришла. Кто же вы за мной? Но мы удвоих идем, дети. А брату было 8 годов.
Мама уже стала сознание терять, стала от нас утекать. Дык мы по крыві за ёй бяжым. Яна жыць хацела яшчэ. Мы уцеклі ў лес. Ну, усё адно нас немцы палавілі ў лесе. Немцы детей любили. Возьми на руки, поносить, а потом у огонь. Очереди были короткие, только было ранить. А женщин с детьми процентов на 60 живцом закопывали. Там, где могила мужчин, поднималась мешмат сантиметров на 20, а кровка на стенке фонтаном. Где женщины не меньше как сантиметров на 70, то поднимется, то осядет, то поднимется, то осядет. Ребенок съедает хлеба больше, чем взрослый. В этом году в России умрет от голода от 20 до 30 миллионов человек. Возможно, даже хорошо, что так будет. Некоторые народы необходимо сокращать. Этих людей расстреляли из автоматов и винтовок способом по возможности гуманным. Дальше по дороге мы разговаривали с населением языком пулеметов. Никакого сострадания мы не чувствовали. Прилетели вороны, чорные. Но, думаю, гэта мяне здесь будут. Униз, уверх, униз, уверх. Лятали и полетели. Прилетели в буслы. Гнезда ж горять ихние дети горять. Яны надо мной летают. Може, яны не надо мной, а мне ж здаецца, что надо мной. Так и сгорело гнездо с ихними детьми. Зольдат, у тебя нет нервов. На войне они не нужны. Убивай всякого русского, советского. Не раздумывай, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай. Ребенок съедает хлеба больше, чем взрослый. Что же гэта? Гэта ж не война была, а просто, ну той, что на фронте. Ну того человека забьют, дык ён же воевал, правда? А дитя тое бедное, хлопчынё, ён же бедным нигде не был. Так само были. Гэта дитя маленькое бяжыць. За что ж яго? Яно ж маленькое, яно ж дитя. Яно ж кацілася, як тое яблычко, а яны б'юць. Іскры скачуць. Што гэта за такое было ў іх? Я не ведаю. Гэта звяры былі, а не людзі. Гэта не людзі былі, гэта звяры былі. Чи ты веришь, что человек, не вытрымливая, как вечно быть звером, ну вырви ты у человека сердце и устал, на его место звериное, так у человечьей груди и звериное сердце станет человечьим. Большинство из нас должно знать, как выглядят 100 трупов, которые положены в ряд, или 500, или 1000. Выдерживать все это до конца и в то же время оставаться пристойными людьми. Мамочка, усіх людей ведуть, усі просяться, а ти не просишся. Хоть би ти, татка, попросився. Гэта ж во хата буде гореть, будуть наші бочки вискокувати. А ти, тата, нікого не просиш. Здесь много киндеров. Ведите всех к яме. Много детей нельзя выпускать. С того хлева кровь просто рекой текла, а куры
падыходзілі да яе і дзяўблі тую кроў. Дайте куркам жита, курки будут сыты. Люли, 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 детки все поснули. Люли, 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 детки все поснули. Полицаям я выдал за их хорошую работу против партизан по 30 рейхсмарок награды. Як уж убили. Лес шумел, и зямелька стонала. Як били, кто те? Действия партизан были причиной того, что наша первоначальная мягкость сменилась ненавистью. Это вам, за ваших партизан! Весь этот мусор малых народностей, который еще существует в Европе, должен быть как можно быстрее ликвидирован. Целью нашей борьбы должно быть создание единой Европы. Не дай Бог никому, кто на земле живе, каб не бачили и не чули гора такого. Убивай! Этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей земли и прославишься навеки. Наша задача не в том, чтобы германизировать Восток, а в том, чтобы на Востоке жили люди только действительно немецкой, германской крови. Заходите в хату, худшей заходите и кладетесь тваром вниз. Долго с вами чипится. Ложитесь, только ниц ложитесь. Баю, баиньки, баю, не ложись на краю, не ложись на краю, придешь ранький волшок, придешь ранький волшок и усхопить за бачок. И он усхопить за бачок и затягнет у лясок, и затягнет у лясок, закопали у пясок. А в газете написали партизаны. Яны ж газеты тады раскидали усюды. 550 партизан расстромили. Содействие военнослужащих вермахта и вольно-наемного персонала против местного населения никаких судебных дел не возбуждать. Даже в том случае, когда действия являются военным преступлением. Расстрелы проводить в стороне от городов, деревень и путей сообщения. Ямы выравнивать, чтобы не оставалось никаких пригорков. Могилы не обозначать и не указывать. Ішов я з вёски, моцно п'яний. Убачив чоловіка на полі. Примусив його підвести, спитав «Аусвайс», а потім погнав напереді себе. А той бігче, стрелив у спину. Звернувся. Женщина бульбу обганяє, стоїть, глядіть. Підійшов до її. А хлопчик у хмизняку ховався, я і його. Але все равно стало відомо, що я забив, що
што рукі ў крыві. Усе людзі зрабіліся сведкамі. Эта партизанская война имеет и свои преимущества. Она дает нам возможность уничтожать всех, кто выступает против нас. Широким массам рабов будет оказано благодеяние быть неграмотными. Мы сами избавимся от всех гуманных и научных предрассудков. После этой борьбы все равно останутся менее ценные люди, потому что лучшие люди погибли. Як мы ўжо ідом, дык мы бачым, што на свеце нідзе ўжо ні аднаго чалавека, акрамя немцаў, няма. Мы думали, што і ва ўсіх вёсках так. І ўжо канчэнне свету, і больш народу не будзе. І свету не будзе, і свету не будзе. Ты только не полохайся, мамочка. Я тебе нечто скажу, а ты только не полохайся, добре? Только не полохайся. Я, мамочка, помер. А лишь бачишь, не страшно. Я с тобою говорю, але все ровно. Так сумно и плакать хочется. Я помер, мамочка, а лишь это совсем не страшно. Бачишь, як хорошо нам и спокойно. Народный театр лялек «Метаморфоза», філіял Ляхавіцкі гарадскі дом культуры. Мы шчыра ўдзячны шаноўным гасцям за вашу увагу і каштоўныя парады. Дзякуем удзельнікам творчай справаздачы, якія выступалі сёння для вас, паважаныя гледачы. Мы абяцаем вам і далей пісаць